Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня у нас дежавю. Некая Танзила Чебиева, называешь себя историком, этнографом, разразилась на днях в интервью Вайкас от 14.05.25 года античеченскими тезисами. У меня такое чувство, что вся ингушская интеллигенция соревнуется, кто громче оскорбит чеченцев. И на сей год они являются мировыми рекордсменами по метанию грязи в сторону нас, лжи и обман и лицемерие. Только аварцы им уступают в этом. Начнем с того, что она кандидат исторических наук и этнолог. История человечества, как вы знаете, у нас общая, потому что мы принадлежим человеческому роду. Этнография и этнография тоже. Представим себе, что я живу в каком-то селе, в каком-то районе республики страны. Я великий ученый. Вместо того, чтобы рассказать о своем селе, я рассказываю историю своей улицы, своего дома, как будто бы нет других улиц в этом селе и других домов. Рассказывая о районе, забывая упоминать о других таких же районах по соседству. Я восхваляю только свой дом, свою улицу, свое село, свой район, свою республику. В этом нет ничего предрассудительного. Каждому свой уголочек роднее. Если это нездоровое чувство, зависть к соседям, ненависть, может тогда человек быть объективным. А если заблуждается за свой счет, и притом все это усугубляется манией величия и ложной идеей восстановить несуществующее, тогда мы обираем ложный путь, позор, бесчестие и обман. Чеченский историк Башлам Чимаев отреагировал на эту ложь и подробно изложил под полочком, какой великий специалист это Танзила. Моя задача отреагировать на это и выразить свое презрение таким лжеученым и их последователям. Как я понял из этого двухчасового эфира, ингуши — это великая нация, автохтонный народ Кавказа. Других народов не существует, только они, самые-самые специальные. А чеченцы пришли. Культура не та, обычаи не те, язык не тот, если коротко. До 1860 года ингушей не существовало природы, как народность, ни автономии, ни языка. До этого несколько фамилий, чтобы получить землю вокруг Назрани, спустились с гор и подписали договор о добровольном вхождении в состав России. По переписи того времени их насчитывало не менее 1000. По переписи 1900 года 20 000. Если вы существовали 6000 лет, как вы говорите, что вы великая нация, покажите ваше величие. В чем оно заключается? Ваше малоземелье, ваша малочисленность. Вы без единства выстрела вошли в добровольный состав этой империи, и на вашей территории никогда не длилась война больше 6 дней. Куда же вы пропали тогда? Вас нужно заносить пора в Красную книгу, как исчезающий вид. Ваш язык – это диалект чеченского, голландческий. Но вы утверждаете, что ингушский язык материнский, наском, а чеченский имеет тюркские корни. Как вы это определили? Мы с вами говорим на одном и том же языке и понимаем друг друга без переводчика. Ингушский язык понимает только ингуши, а чеченский, кроме вас и других народностей, представлен на значительных территориях. Вы говорите, что нас ничего не связывает, что мы отдельный народ, что вы ближе к грузинам, чем чеченцам. Я не против этого, поверю вам на слово. Найдите мне хоть одного грузина, понимающего ваш великий ингушский язык. Не нужно приписывать себе великому грузинскому
роду, у вас нет с ним ничего общего. Ни по вере, ни по религии, ни по обычаям, ни по языку, кроме как соседство. А мы, чеченцы, наоборот, считаем вас братьями и любим вас больше, чем другие. Вы это начали, вы это поддерживаете, провоцирует нас на ответные действия. Мы ничего не забудем и никогда вам это не простим. Вы посмотрите, как ведут себя чеченские историки, этнографы. Разве они льют такую грязь, как вы льете? И как показываете себя вы? Ваша злоба и ненависть всему чеченскому не имеет под собой никаких оснований. Вы всю жизнь были гнилыми, завистными людьми, этими ничтожествами останетесь. Вы были не тем, останетесь не тем. Вы предавали нас тогда, предаете и теперь. Вы хуже этих русских. Терзаете наши измученные войнами, страданиями души, вместо того, чтобы подложить братское плечо в трудные минуты, вы заняты предательством. Мы что, свалились с инопланетной Земли, не существовали эти века поруч с вами? Какой бред вы несете? Как это обидно, когда предает свой человек, не чужой, не соседский, а родной по крови. Вы сохранились как народ благодаря нам. Чеченец Руслан Хасбулатов создал вам автономию. Благодаря земле Малой Чечни вы укрупнились, расширились. 70 лет мы жили вместе, что плохого вам сделали? Мы прожили дружно и в ворстных радостях. Наши дети ходили одни и те же школы, учились в одних и тех же вузах. Откуда у вас эта наглость, бесцеремонность, открытая ненависть? Вы никого не боитесь, ни Аллаха, никого. Вам разрешено говорить все, что попало. Истерите по поводу и без. Разве это в войнавских традициях такое безнравственное поведение? Я не профессиональный журналист, не блогер, не ученый. Сколько гадостей, мерзости вы, ингуши, пишете мне, чеченцы. Когда выгодно, вы чеченцы. Когда выгодно, вы мусульмане. Когда выгодно, вы христиане. О, хорошо, я рад за вас. Грузины ваши братья. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним. Не надо присоединяться к нам. Мы не хотим вас. Мы уже не хотим. Натерпелись за это 70 лет. Что с вами не так? Да, вы, когда сдаетесь беженцами в Европе деньги, чтобы потом в квартире на зране, в магазе покупаете земли. Вот да, вы, благодаря нам, чеченцам, вы так разбогатели. Все у вас теперь как у людей. Как у людей, все покупаете, потому что по всей Европе у вас же войн ничего не было, вы наготове пришли, и все у вас хорошо. Конечно, Аджире, еще там сидите, эти Европы, и на нас всякие гадости говорите, пишите это в интернет. Оборзели совсем. Вы забыли, что мы такие же, как вы. У нас такой же менталитет, у нас такие же традиции. Ой, порядочный, приличный человек никогда не опустит до уровня никчемы и пустышки. Я уверен, он не будет писать обидно оскорбляющие слова в адрес другого человека. Мой вам совет, ваши книжечки выбросите помойте. Эта книжонка не имеет ничего общего с вами. Это вы посочиняли так, как и все остальное про вашу историю. Нет ничего позорного, как ложь без конца. Вы лжете, лжете, лжете. Придумайте сказочки. Что вам не хватает этой жизни? Вы живете сейчас, у вас никогда не было этой республики, никогда у вас не было вот своего вот этого. У вас сейчас есть республика, свой дом, свою улицу, село, район. Живите там, не мешайте нашу, не мешайте к соседям. Не ходите протянутой рукой. Вот цыгане, они живут в Румынии, в Индии. Как будто бы вот это, все вам мало, все вы хотите.
мы же виноваты, что ваши предки, вот вы родились там, вы трусами вот всю жизнь тряслись, и у вас за это надо бороться. Ой, Чечня такая большая, у нас так много сел, поселков. Нет, нет, это чеченцы, это не чеченцы, это все народы не объединились. Нет, это чеченцы сотни лет вели борьбу, чтобы это отстоять. Чтобы русские захватывали. Вот поэтому она осталась такая. Вот вы прятались, вот вы и дальше прячетесь в горах. Что-то к нам пристали. Вот непонятно, непонятно, не могу понять. Вот, хотя я чеченец, не понимаю вас. Вот такие вы люди. Ни доблесть, ни честь, ни совесть, ни благородство. Народ без род. Вот такие люди, как вы, без род бывают. Истории, самобытности. Ой, я не знаю, как вам относиться. Короче, идем дальше. Мы разбираем интервью вот этой прекрасной дамочки. Училась где-то в Москве, наверное, в Грозном или в Азране нет таких вузов антропологии. Очень хорошо владеет языком, понятно. Наверное, вся жизнь жила там. И набегами, наверное, типа говорить, я живу в городе Сунжа, родилась, она не родилась в городе Сунжа, она родилась в Чечне-Ингушетии в 86 году, молодая, 38 лет, но она как будто бы ей 100 лет, вот она знает все везде побывала, все знает. Карьеристка, похожа на карьеристку. Вот что молодой девушке, не молодой женщине не хватает. Семья есть, радуйся, своя республика. Лезьте соседям, живите себя, вот, живите, мы к вам не лезем. Почему вы лезете? Вот даешь интервью, ты имеешь полное право давать это интервью. Расскажи про Ингушетию, не надо. Вот каждая аналогия чеченцам, вы сами это делаете, вы сами туда идете, вы сами их провоцируете. Когда вы, ваши молодежь днем и ночью соседи сидят, это в Европе, они в Ингушетии у вас очень много порядочных, хороших, молодых, очень хороших людей мало. И стариков у вас очень хороших. Это те вы, которые в Европу приехали, вот эти. Там у вас нет границ, как в Ингушетии. Вот вы что хотите делать. Вот ведете, я не хочу говорить, ведет такой образ жизни, вот, как проститутница. Вот, что хотите вы, вот поэтому вы сидите в интернете, гадости пишете. Вот там вы получаете пенсии, тут вы деньги себе в карман ложите. У вас по 2, по 3 пенсии у вас, и в Москве пенсии, и в Ингушетии пенсии. И в Европе, пенсии. Конечно, вы не будете любить чеченцев, потому что, почему? Вы же знаете, что благодаря ним сюда приехали. Вот они-то пострадали, а вы-то, у вас ни одного выстрела не было. И, конечно, вы бедные люди. Как мне вас жалко, я вас жалею, честное слово. Столько вы настрадались. Ведь везде, нигде не было чумы, у вас она была именно в Ингушетии. Вас так покосило. Войны, как, не знаю, наверное, вели войны с этими арабиями. Вот, да, вот, патриоты вы, большие войны в интернете, да. Когда лицо не видно, вы строчите эти гадости. Что-то я не видел, чтобы вот это вы были вот такие великие войны. Я сам учился в школе, никогда не, да, про чеченцев я слышал, что это великий народ. Вот про вас я что-то в истории, в учебниках раньше никогда не слышал. Вот теперь, да, вы все ученые, вот после 18 года вообще как сумасшедшие вы все. Придите себе, вы же, они наркоманы, я не знаю, они проститутки эти, придите себе,
должно быть у войнах, у какой-то достоинства, у женщины свое достоинство, у мужчины свое достоинство, у старика свое достоинство, у молодого парня свое достоинство. У вас, вы что, обезродные? Вот я так скажу, вы потом претензии ко мне будете иметь. А как вас так называть? Я не говорю о порядочных ингушах, которые трудятся на этой земле, и там живут в трудных условиях. Тех, которые вот такая, как ты, красотка. Твоя красота, а не в косметике тонны, которую ты накрасился, а в душе. Вот в Москве, где ты живешь, ведешь праздный образ жизни, ходишь по этим лавзарам, ресторанам, вот сидите потом и пишите газ. Те ингуши тоже в Европе находятся, живут за счет других стран, и за счет чеченцев они туда попали, их горе, у них радость. Конечно, будут, сидят там в этих чатах бесконечных и встречат вот это, гадости всякие. Вот мне один ингуш, смотря мне в глаза, говорит, нет, чеченцы в кавказских войнах не было, они нет. Я говорю, что Шамил, это проклятие, я терпеть не могу этого дагестанца. И я говорю, не у вас дагестанец, вот именно вот этот Шамил, он был предателем. Он своих дагестанцев он не убивал. Он пришел в Чечню, 20 лет нас всех истребил. Вот 240 тысяч было, осталось 70 тысяч. Вот он всех истребил нас. Потом сам сдался. Ой, а мой сын у них в плену. Вот этот ингуш рассказывает мне это. Ой, у него же сын был в плену, поэтому он сдался. Да, хорошо сдался. Я ему говорю, а почему он 20 лет тогда уничтожал чеченцев? Говорит, не, какой воевали? Не, там какая-то кучка чеченцев Белхотой воевали. Белхотой воевали. Я взбесился, другой ингуш тоже сидит там, ничего не говорит, прикинулся дурачком, смотрит, пройдет это номер, не пройдет. А я ему говорю, хорошо, чеченцы не воевали, дагестанцы тоже. Ингуши, что ли, воевали? Нет, это не была 20-летняя война, это было 50 лет. Хорошо, 50-100 лет был. Чеченцы 20 лет, по всем учебникам истории. Лермонтов, Пушкин, все это описывают, этот Валерий, Хаджи Мурат. Это Чечня же описывает, не описывает Назран. Они описывают Владикавказ, не описывают Махачкалу. Он же описывает Чечню и говорит, нет, 5000 армии вот этого, как это, Шамиля, 5000 было, а 10 тысяч русских, милиция была российская. Потом пошло бы дальше, чтобы не поссориться, вместо меня был бы ингуш, я был бы чечен и говорил бы, что такое про ингушей, а ингуш бы, нет, ты чё, он бы сразу зашелся. А этот второй, мой знакомый, сидит, молчит, как вот не говорит, а почему ты такое говоришь? Разве это так было? По-моему, Азран не тайга. У вас что, школ нету там? Учебников истории нету у вас там? Почему вы сейчас сидите, вот этот человек пенсию получает, 23 тысячи получает Ингушетии на Азране, и тут у него доп, у него это, потом сейчас пенсия пойдет, будет получать пенсию тут. Вот что плохого? Говорит, я родился в Грозном, да, теперь родился в Грозном. Почему тогда ты вот такое советское время? Он же, а я потом говорю, а ты что, не учился в школе? А разговор начал с того, что сразу говорит, а почему кумыки говорят на чеченском? Я-то понял, чему он идет. Хочешь сказать, что мы кумыки, чеченцы это кумыки. И потом я отскочил, говорю, наверное, они в советское время в школу учились. А потом я говорю, знаешь, не только кумыки в чеченском, и русские, и андийцы. Я же помню, я когда учился в школе, они же тоже говорят по-чеченски. И говорит, и сразу тема закончилась. Потом наша другая тема. Вот наглостью смотрят мне глаза чеченцев, которые пережили 2 войны. У меня мать убили, отца убили, мой дом
разрушен. Без ничего я приехал сюда, вот мне вот приехали на заработки Европы, и мне вот даже меня не жалко, вот, потому что если у меня не было бы трагедии семейной, я бы не так, вот как это значит, что не было чеченских войн тоже, это значит, не было ничего, ты что, вот это именно перечерк, когда Кавказскую войну хотят перечеркнуть, вот это значит, что не было других войн, это не это, вы не страдали, это мы, мужчины бедные, несчастные, вас принимали, вот, вас принимали, вот это, я же знаю, как вы принимали, как вы издевались над этими беженцами, мы это знаем, все хорошо. Скажи, попробуй, скажи мне, нет, 200 тысяч мы вас приняли. Какой там 200 тысяч? Что, 200, знаешь, сколько у вас должно быть в лагере? У вас длину Ингушетии 30, 40, 50 километров, длину 200 километров. Даже на этой всей территории не поместится 200 тысяч человек. Знаете, как это много? Почему ваш президент Зязикович говорит, вот, прислали 500 миллионов для обустройства этих беженцев, а вы попадали документы на 8 миллиардов рублей. Тогдашних это. Я не знаю, сколько это в долларах. И, представляешь, 500 миллионов, которые должны отдать чеченским беженцам, вы себе их не прописываете, типа для галочки себе вот это, и вы их деньгами завладели. Поэтому вы приехали всю Европу. Почему у вас деньги? Потому что сколько мы же это знаем. Вот моя тетушка там жила в ингушском лагере, она же рассказывает, как это сложно было. Даже по российской телевидению смотреть. Буханка хлеба, это даже вот это, увы. Я не говорю о всех, я говорю об общей картине. Порядочных людей везде их много. Я поэтому, если мне было бы безразлично, я бы в таком тоне не говорил бы. Мне жалко, мне обидно, что у вас такое отношение к нам. Что вот моя бабушка рассказывала, вот в 1971 году вы устроили провокации, ингушская интеллигенция, озравшаяся, не знаю, вела праздный образ жизни, а вы только жили в городе Грозном. Вы нигде в остальных местах вы не жили, только в городе Грозном. Там заводы, там фабрики, там все, там супермаркеты. Вот и вот там вы культурно учились, институт оканчивал, академию, вы все грамотные. Почему в советских Чечне это, что вам плохого было? Гимн на русском, чеченском, ингушском, телевидение на русском, чеченском, ингушском. Все было на 3 языках, правительстве вы присутствовали, в парламенте вы присутствовали. Вот вы же сами говорите, что ваша мать была депутатом Верховного Совета Чеченгурской России. Вас что, дискриминировали? Вам что, они разрешалось говорить по-ингушски там? Как вы хорошо жили там? Хотя мы все чеченцы в сельских поселениях жили. В селах все жили. Вокруг Грозного, да, там несколько поселков, и все, там жили русские. Вы же русским никаких претензий у вас. Вот ингушам, осетинам тоже никаких претензий. Почему вы имеете эти претензии к нам? Нет, вы отняли у нас землю. Никто у вас ничего не отнял. Это чеченский, вот вы, когда у нас шла война, Вторая чеченская война, вот у вас флаг в руки. Чеченцы, скорее всего, их больше не будет. Вот тогда вы начали. Когда имя чеченской, Второй чеченской войны, вы оборзели, подняли голову. И вот сочиняете эти сказочки для ваших, чтобы оболванить этих ингушских бедных ребят. Вот никакого, если была бы порядочным человеком, госпожа Танзила, вы так не вели бы этот диалог. Вы грамотно, видите, если бы вы не была бы грамотна, я бы это списал бы. Вы же разговариваете очень четко, очень, вы знаете, что вы делаете. Вы акценты расставляете. Это я знаю, который пишет человек, как писатель,
Я подробно все это смотрю, и я не знаю, что вам сказать. Вы женщина, я же не могу вам. Что-то я скажу, потом меня будет сносить, почему вы свое лицо не показываете. У меня такой блог, я не показываю себе. Вот человек себя раскрыла, все, могла бы 2 часа говорить про чеченцев, про ингушей, про осетин, про грузин. Она же этнолог, у него нет национальности, у историков нет национальности. Они должны, если она историк, история это человечество, а не ингушетии. Этнография это человечество, это не ингушетии. На Назране нет института. Она что, школа учила только ингушскую историю? Короче, такое странные вещи, я не знаю, как к вам обращаться, как с вами что говорить. Очень тяжелый случай, я вам говорю, неизлечимый тяжелый случай. Мне вас очень жалко, честно слово, очень жаль вас. Вот вы так заблуждаете на свой счет. Вы думаете, ох, чеченцы. Без чеченцев знаете, где вы будете? Вам это сразу ваши соседи вам покажут. Гребенские казаки, вы живете на этих землях. Давайте мы тоже вот начнем тем. Азрани у вас не будет. Магаса у вас не будет. Сунджи у вас, ни одного города у вас не будет. Если на то пошло, это гребенские казаки скажут, да, это Малочня, это наша земля. О, хорошо. Вот, ничего у вас не будет. Вы будете жить в Жайрахе, Осетия вас обратно не пустит, таких проходимцев, таких провокаторов. Вас обратно не пустят. Молодцы. И правильно сделали. И мы вас не пустим себя. Вы нам не нужны. Вы чужеродные. У нас нет этих традиций, которые есть у вас. Вот вы сидите и лжете. Вы знаете, что это кто-то, даже человек услышит, вы знаете, что это специально. Потому что у вас такой есть нарратив. Вот Великий Ингушетия, проект у вас такой, Ингушетия. Вот все остальные пусть умирают, только Ингушетия. Гитлер, вот Адольф Гитлер был таким. Арийская раса, великая нация, вот то же самое. Вы от немцев далеко не ушли. Вам учиться бы, как это делать культурно. О мой гош, я не знаю. Не знаю, как к вам обращаться. Много, наверное, видел фильм «Спаси рядового Райана». Давайте я обратно снова. Я просто эмоции у меня, поэтому я пошел дальше. Просто я обычно говорю без текста, без ничего. Просто я могу часами говорить, а потом мне это пишут, эти недоброжелатели ингушские, ой, ты не так, не это, это всякие газы. Просто я делаю рукой, вот, чтобы они сбиться, вот это небольшой, не текст, а как сказать, вот это прологи я сделал, чтобы я не забыл что-то упомянуть. Давайте я сейчас возьму бумажку, чтобы было как-то вот это. Много, наверное, видел фильм «Спаси рядового Райана». И здесь то же самое. Нужно спасать ингушскую нацию от чеченского влияния. Ничего, что имеется русское. Мы же говорили про это. Русское, грузинское или чуждая войнавская культура. Главное, не чеченская. Они наши не братья, это количественный народ. И только, а мы качественные. Вот как вы это определили, Танзе, вот это я тоже не понял. Хотя не только те умные, многие умные люди. Просто они молчат, у них есть честь, достоинство. Не как у вас. Позориться. Вот рекосмене вы по позору. Позориться вам, это не впервые. Вот бывает еще вы, они сказаны к месту, для чего вы, простите. Вот им пофиг.
по позор, не по... Вот точно так же ведете вы, надо же как-то приличие соблюдать. Почему этого они делают? Непонятно, конечно, точно. Вот этого непонятно точно. У вас история не потому, что вы... Короче, ой, да.